27 апреля 1907 года Николай II отменил царское повеление от 31 мая 1880 года о виновности абхазского населения. Напомним, усиление национально-колониального гнета привело в 1877 году к новому возмущению в Абхазии. Эти движения оказались тесно связанными с событиями русско-турецкой войны 1877-78 годов. Выступление абхазского населения на стороне Турции повлекло за собой более сильные, чем в 1866 году, политические репрессии. За участие в этом восстании почти все абхазское население Гудаутского и Кадорского участков было объявлено виновным. Абхазам, за исключением некоторых представителей высших сословий, запрещалось селиться вблизи побережья, проживать в Сухуми и в опустевших местечках Гудаута, Очимчира. 27 апреля 1960 года начал работу завод «Электроприбор» в Сухуми. Это промышленное предприятие было создано на территории коптильного цеха рыбокомбината. Ассортимент выпускаемой заводом продукции постоянно расширялся от лабораторных колб до копировальных аппаратов. В 1964 году завод «Электроприбор» был переименован в «Сухумприбор». Коллектив завода неоднократно становился победителем республиканских и всесоюзных соревнований среди промышленных предприятий. 27 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия учреждена Государственная премия Республики Абхазия имени Георгия Дзидзария в области науки. 27 апреля 2010 года в селе Члоу торжественно открыли восстановленную мемориальную доску военнослужащим внутренних войск МВД СССР Виктору Новикову и Владимиру Акопову, погибшим при исполнении служебных обязанностей в 1989 году. Напомним, что в связи с июльскими событиями 1989 года в Абхазию были введены внутренние войска МВД Советского Союза под командованием генерала Шаталина. При осуществлении режима комендантского часа в селе Члоу погибли сержант Виктор Новиков и курсант Владимир Акопов. В память о них была установлена мемориальная доска, которую разрушили через несколько лет во время грузино-абхазской войны. В церемонии открытия приняли участие президент Абхазии Сергей Багапш и председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин. 27 апреля 2011 года в городе-герое Тхуарчале состоялся благотворительный марафон. Средства, собранные на нем, были направлены на строительство мемориального комплекса в Аллее Героев, где похоронено 42 человека, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. 27 апреля 2012 года в Абхазии состоялся первый российско-абхазский гуманитарный форум «Абхазия и Россия к развитию общественного диалога». Организаторы гуманитарного форума – Фонд развития Институт евразийских исследований, Общество дружбы Абхазия-Россия, Россотрудничество. В рамках форума работали дискуссионные площадки, взаимодействие институтов гражданского общества и власти, совместные российско-абхазские гуманитарные проекты в области культуры, религиоведения, истории и археологии, средства массовой информации как индикатор и катализатор развития общественного диалога и другие. В рамках форума были подписаны соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области образования, соглашение между правительством Карачаево-Черкесской Республики и правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, меморандум о научном и учебном сотрудничестве между Московской государственной юридической академией имени Кутафина и Абхазским государственным университетом и другие. За последние 10 лет в день 27 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2008 году – 25 градусов. Самая же низкая в 2009 – это 10 градусов.